Образование – это та сфера, которая касается всех. И каждый человек проходит через нее, и через дошкольное образование, и через школу. И каждая из этих сфер, она оказывает влияние на становление вашей личности. И педагогической личности преподавателя тоже. Потому что, общаясь с вами, мы тоже меняемся, работая с молодежью. Потому что все, что здесь сделано, я очень благодарна именно преподавателям, нашим преподавателям. Результатом их деятельности – это ваши успехи. Это и дипломы, это выставки, это лауреатство, это различные конкурсы, где мы победители, это наши публикации. Поэтому от всей души мне сегодня хочется сказать им большое-большое спасибо, что среднее педагогическое образование есть в Москве, что мы стремимся и формируем тех специалистов, которые востребованы городу. Потому что сегодня воспитатель для дошкольных образовательных учреждений готовит только педагогические колледжи, это только классификатор педагогических колледжей. Учителей музыки мы готовим и музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Это тоже подготовка одна из первых, которая начала заниматься именно среднее профессиональное учебное заведение. Теперь уже и вузы готовят. Но изначально занимались подготовкой именно педагогическое училище в прошлом. Воспитателя дошкольных учреждений – это специалист, который готовит среднее профессиональное образование. В высшей школе подготовки этой нет. Практика ориентированная именно на непосредственное общение с ребенком. Сегодня надо сказать, что дошкольное образование Москвы вообще находится на достаточно высоком уровне, потому что создано большое количество новых образовательных учреждений разных форм. И мы в этом направлении где-то идем выше на голову, чем зарубежное дошкольное образование. И опыт, это действительно он очень разный. И там тоже практикоориентированная основа работы с ребенком хорошо поставленная. И вот эту составляющую мы тоже в свою работу стараемся взять для работы со студентом. Почему? Потому что сегодня студент, он учится быть специалистом и в учебном заведении. Создаются условия, позволяющие это сделать. Мне хочется сказать вам только одно. Не старайтесь не потерять время, которое улетает и убегает быстро. Именно в этом возрасте вы сейчас можете всего достичь, чтобы будущее ваше было прекрасным и обеспеченным. Поэтому старайтесь, не ленитесь и пользуйтесь каждой минутой в жизни. Здоровья, счастья, любви вам всем.